Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои милые, огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Хочет ли загаданный человек встречи с вами? Что он будет делать для того, чтобы с вами встретиться? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о человеке, который вас интересует. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Желает ли, назовите его по имени, встречи со мной? Что он будет делать для этого? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, хочет ли загаданный мужчина встретиться с вами, что он будет для этого делать. Так. Ой, хочет, прямо аж пищит, как хочет. Так, мои дорогие, хочет, очень сильно хочет, соскучился, мечтает, вы ему нужны. И я вам даже больше скажу, он, возможно, должна была состояться ваша встреча, но она каким-то образом отменилась, да, либо перенеслась по времени. И знаете, он очень так болезненно это все воспринял, так ему прям не по душе от этого всего. Знаете, мужчина в вас влюблен. Здесь влюбленность очень такая четкая, ясная, и она серьезная. Это уже, знаете, где-то там без пяти минут до настоящей искренней чистой любви. Вот этот момент происходит. Мужчина очень сильно соскучился. Даже если вы сегодня утром, например, с ним расстались, а видео смотрите ближе к вечеру, знайте, что мужчина очень сильно по вам соскучился. Ему вас не хватает. Он постоянно, скажем так, нуждается в вас, в том, чтобы вы были рядом, в том, чтобы вы одарили его своим вниманием, чтобы вы... Слушайте, ну тут 18+ идет, да, то есть он мечтает вот именно, не знаю, там ласкать вас, дотрагиваться до вашего тела, рассматривать. То есть какие-то такие моменты. Очень-очень-очень по вам соскучился. Именно по интимной части, по ощущению вас в своих руках. Вот так вот даже я скажу. Так. У мужчины к вам есть какое-то дело, какое-то предложение. Ну, тут все, знаете, как вот на данный период времени, да, вот вы посмотрите это видео, здесь больше, вот видите, как два чертика идут, все по страсти у него, страсть, безумная страсть в голове. Кстати, у него страсть сменяется какой-то безумной ревностью. Почему-то ему кажется, что, может быть, вы ему там рога наставляете, да. То есть он очень сильно этого момента боится, и вот он для себя думает, что если она будет мне изменять, то я просто этого не перенесу, да. Я там умру, со мной что-то случится, я не перенесу ее измены. Вот такой момент происходит в его жизни. Так. Смотрите, мужчине кажется, что вы от него закрываетесь и защищаетесь. То есть ваша встреча, например, перенеслась, да, либо нет возможности встретиться. Ну, вы говорите, ну хорошо, в следующий раз, да. А он эти слова расценивают как что типа, ну и не сильно хотелось, да, ну и не надо. То есть, мои дорогие, тут мужчина, как бы он, конечно, соглашается, кивает там, может сказать, малыш, как хочешь, да, как пожелаешь. Но когда вы вот прям так покорно, да, воспринимаете волю судьбы, ему кажется, что вы, ну, и не сильно хотели, что он вам и не сильно нужен. Так, еще момент. Ему кажется, что кто-то вас поджуживает против него, кто-то из вашего окружения, возможно, ваша мама, либо ваша какая-то подруга. То есть он прям, как знаете, чувствует одним местом, что он кому-то не нравится. И что вот прям этот человек вот прям настолько сильно им недоволен, что пытается вас, ну, скажем так, отвернуть от него, да, чтобы вы там не общались, не встречались, чтобы между вами была дистанция.
Так что, кстати, женщина, вот она женщина, которую он подозревает. То есть она ему не нравится, и он подозревает, что она делает все возможное и невозможное, чтобы ваши отношения, ну, скажем так, не развивались, либо вообще закончились. Так, еще момент. Что мужчина будет делать для того, чтобы с вами встречаться? Ну, во-первых, мужчина будет много работать, потому что он решил, что вот сейчас, вот, знаете, у него сейчас какое-то сложное время в работе, в бизнесе, вот чем он занимается. То есть, по сути, нужно подтянуть какие-то там долги прошлого, какие-то обязанности с прошлого. То есть что-то много всего у него скопилось, и как с этим, ну, рассчитаться, да, распихать по углам, он не понимает. Ему катастрофически не хватает вот времени. Возможно, помощников не хватает, возможно, здесь также могут быть опасения, если он на кого-то работает, да, что его могут там с работы, скажем так, мягко попросить, да, то есть, ну, как-то финансовая сторона его жизни немножечко сейчас прихрамывает, вот, и он, понимаете, он все равно вас ставит в приоритет. Да? Вот как бы тяжело ему не было, как бы много ему не нужно было работать, все равно он ставит вас в приоритет и понимает, что если вы его позовете, скажете, что все, соскучилась, хочу тебя увидеть прямо здесь и сейчас, он бросит все, не знаю, там приплывет, прибежит, прилетит, там приедет, как угодно, да, он окажется там через час рядом с вами, у кого-то там еще быстрее. То есть он это понимает, чувствует вашу власть над собой, чувствует, что он, ну, скажем так, когда он вместе с вами, он просто летает, и ему хорошо, блаженство, бабочки в животе порхают, вот, и хотел бы, чтобы вы почаще ему говорили о том, что вы скучаете, о том, что вы хотите его видеть. Он боится момента, что если он будет навязываться, да, там все время настаивать на встречах, говорит, что все, давай скорее там встретимся, там, хочу тебя видеть, что вы можете, ну, взбрыкнуть, да, сказать, что, дескать, у меня там некогда, я сейчас не могу, сегодня не могу, завтра не могу, там, в ближайшие 5 дней не могу. Для него вот эти отказы — это жуткая боль и жуткие страдания. Так что, мои дорогие девочки, женщины, понимайте, что мужчину нужно вдохновлять, первый момент. Во-вторых, нужно его подбадривать. И в-третьих, показывайте свою заинтересованность в разговорах с ним, встречах с ним, что скучаете. Для него это очень важно. Для него это самый важный момент, вот, стимулирующий этого мужчину, да, который, ну, просто его толкает на действие, да, и вот эти опасения, а у них же у всех опасения, все мужчины, они, знаете, такие трусишки в душе, они очень, ну, как болезненно отыгрываются в его голове и спускаются в душу. Поэтому, когда мужчина ваш начинает как-то себя вести странно, да, то вы ему там делаете заходы, да, что, дескать, ой, а я так без тебя скучаю, ой, а я так переживаю, когда мы не вместе, ой, а ты мне там приснился, все ли у тебя хорошо? Знаете, вот такие словечки, они как бы вам ничего не стоят, а для мужчины это будет сплошная радость, сплошное удовольствие слышать от своей любимой женщины, что она о нем скучает, переживает. Знаете, ради такой женщины этот мужчина сделает все. Знаете, он землю грызть будет, лишь бы быть с вами вместе. И знаете, такие вот, я вижу, что будет он такие грызть эту землю, потому что у него как-то в один момент пойдет, и с вами пойдут отношения, и на работе прям попрет, да, и чтобы не упустить там и не упустить здесь, он просто, я не знаю, там спать, наверное, не будет, там будет спать по 2 часа в сутки, лишь бы все везде успеть, и все у него было хорошо. Этот мужчина будет стараться, этот мужчина будет, ой, из кожи вон лезть, чтобы с вами вместе рядом быть. Если он увидит в вас 100% заинтересованность, что вы его желаете, что вы хотите быть вместе, что вы хотите там общаться, развивать отношения, поверьте, от него будет очень трудно избавиться, да, и ну, как-то указать ему на дверь, потому что он своими цепкими ручками в вас цепится. Будет ли у вас встреча? Конечно, будет. У кого-то эта встреча будет через, скажем так, 2 часа, 2-3 часа, у кого-то 2-3 дня, у кого-то 2-3 недели, в зависимости от того, где вы живете. Но то, что вы общаетесь, то, что вы будете по телефону общаться, либо в мессенджере, это 100%. Причем это все состоится вот сегодня, в день просмотра. Общение между вами будет. Даже пусть это будет там привет, пока, но все равно оно будет. Знаете, тут даже
не слова важны и даже не встречи важны, а именно душевное состояние и нацеленность друг на друга, которая у вас как раз таки и есть. Я вижу, что и мужчина вам очень нравится, вы в нем очень заинтересованы, но большинство девочек тут почему-то считают, что у мужчины кто-то есть другой, что кто-то его там где-то ждет. У мужчины, кстати, может быть либо мама, либо бывшая. Женщина, которая сейчас в его сердце, это только вы, сердце принадлежит только вам. Я вам сказала, да, без 5 минут до настоящей любви. Вот он, цветок, в вашу сторону смотрит. Но тот, кто есть, это как камень на его душе. Видите, человек, у него огромный камень на душе. И вот женщина стоит прям у него на причинном месте, топчется. Есть какая-то женщина, которая его... ущемляет, да, скажем так, ущемляет. То есть она где-то его контролирует, где-то она ему там что-то рассказывает, да, где-то она его, если бывшая, то, возможно, оскорбляет, говорит, что ты там, тюфяк, никому не нужен, что у тебя там волшебная палочка поломанная, либо там миниатюрная. Вот. Если мама, то то же самое, знаете, может рассказывать, что, господи, они все такие плохие, все там гулящие, все женщины там свой и прочее, да. Такой момент тоже может присутствовать. Поэтому, мои дорогие, что я хочу сказать. Мужчина нуждается в хороших, добрых проявлениях. Да, я не призываю вас там признаваться ему в любви, закидывать его там какими-то безумными признательными смс-ками, но, по крайней мере, дружелюбие, по крайней мере, открытость — это то, что мужчину простимулирует. Мужчина безумно по вам скучает. И если вы сейчас ему прям позволите, скажете: все, не могу, помираю без тебя, он, знаете, он бросит все, он мир перевернет и рядом с вами будет. Вот такая ситуация, мои дорогие. Но говорить нужно открыто, чтобы он это прям почувствовал. Потому что вы сомневаетесь в нем, и он сомневается в себе, не в вас, в себе сомневается. Вот такой момент налицо. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.